за отказ от каких 3 вещей верующий попадет в рай? Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что поистине пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Садака никак не уменьшает богатство угнетенному человеку, который простил угнетателя. Аллах не добавит ничего, кроме славы». Благодаря этому человек приобретет добрую славу и уважение среди людей, либо о том, что в обоих мирах он займет более высокое положение. Передано, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был в доме Гайши, да будет доволен ею Аллах, и перед ним была тарелка с жареным мясом. Он ел, сидя на коленях. К нему пришла одна бесстыдная женщина, которая не стыдилась ни мужчин, ни женщин. Смотря на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она сказала: «Вы только посмотрите на этого пророка, он сидит как раб». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я раб Аллаха, и поэтому сижу и ем как раб». Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал этой женщине: «Ешь». Эта женщина сказала: «Нет, я не буду есть сама, накорми меня своей рукой». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал кормить ее своей рукой. Эта женщина сказала: «Нет, я не буду есть, пока ты не накормишь из своего рта». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, откусил кусочек жареного мяса, в котором было сухожилие. Поистине он разжевал это мясо, взял его изо рта и отдал женщине. Эта женщина взяла это мясо и начала жевать. Ее охватил стыд, прежде чем это мясо упало в ее желудок. Эта женщина не могла ни на кого смотреть. После этого дня никто не слышал о бесстыдстве этой женщине, и она принимает ислам. Хасан, да будет доволен им Аллах, передал, что поистине пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мне были даны ключи земли. Мне был предоставлен выбор между пророком-рабом и пророком-царем. Джибриль, мир ему, сделал мне знак, чтобы я был смиренным рабом, и я предпочел быть пророком-рабом. Поистине я первый из тех, кто воскреснет в судный день, и первый заступник». Ибн Масгуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Того, кто, боясь Аллаха, будет проявлять смирение, скромность, Аллах возвысит в судный день. Того, кто будет проявлять высокомерие, Аллах унизит в судный день». Передано от Кутада, сказавшего: «Поистине пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: когда душа человека покидает тело». В другом предании: когда человек покидает этот мир, отделившись от 3 вещей – высокомерия, обмана и долгов, то войдет в рай. Факих, ради Аллаху анху, со своим иснадом передал от Абу Габдуллы, ради Аллаху анху, сказавшего: «Однажды Гали бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, пришел на базар и купил за 6 дирхемов 2 рубашки. После этого он сказал своему рабу: «О Асвад, какую из этих рубашек ты желаешь, такую выбери себе». Раб выбрал лучшую, а Хазрат Гали, да будет доволен им Аллах, надел 2-ю рубашку. Рукава этой рубашки были длинными. Он, да будет доволен им Аллах, попросил нож, а когда ему принесли нож, то он срезал оба рукава. И в этой рубашке прочитал пятничную хутбу. Мы смотрели на его обрезанную рубашку. Хазрат Гали, да будет доволен им Аллах, увидел одного человека, который опустил края своей одежды до земли. Он, да будет доволен им Аллах, сказал ему: «Эй, такой-то, подними свою одежду, ибо в этом чистота твоей одежды и сохранение твоего сердца». Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал:
Аллах Всемогущий и Великий говорит: «Величие – мой изар, а величавость – моя накидка, рида. И я подвергну мучениям того, кто постарается отнять у меня что-то из этого». Имеется в виду, что слава и величавость являются атрибутами Аллаха, а люди не должны пытаться уподобиться Ему в этом отношении. Факих, ради Аллаху анху, сказал: «Величие мой изар, а величавость моя накидка». То есть эти два качества присущи Аллаху. В Коране упоминаются также такие имена Аллаха, как Газиз – могущественный, Джаббар – могучий, Мутакаббир – превосходящий, которые тоже относятся к атрибутам Аллаха. А к слабому человеку величие или высокомерие не имеет никакого отношения.